Удоволствие за нас да бъдем между вас. Удоволствие наше быть среди вас. Казвам ние, защото сме тук с моя съпруга. Говорю мы, потому что я со своей супругой. Аз ще помоля да се справи за един миг, за да видите, че няма по-хубава усмивка от нейната. И показала, что нет лучшей улыбки, чем у нее. Благодарим за вашата покана. Благодарю за ваше приглашение. Благодаря специално на пастор Илия Кайтанен за специальные благодарности поканата на ръководството на църквата, църковен съвет и църковному съвету, на съюзному руководству. И нека Божите благословения да почуват на всички Божие благословение в най-великия бизнес на тази земя, на всех тех, у кого самый великий бизнес на этой земле. Божието дело. Божие дело. За спасение на хора, о спасении людей от този свят от этого мира и въвеждането им в Божието царство. И введение их в Божие царство. Удоволствие за мен да запозная с много нови приятели. Удовольствие для меня познакомиться с многими новыми друзьями. Благодарим сърдечно за чудесното благодарны сърдечно за это прекрасное музыкальное исполнение. И за дълбоко символичните подаръци, и които винаги има глубоко символичных подарков, которые в корзине находятся. Това е вълшебната кошничка, която не се изчерпва. Волшебная корзинка, которая не изчерпывается. В началото бях помолен и обещах да разкажа една история за децата. Я обещал, что расскажу одну историю для детей. Вие само момчета ли имате в тази църква? В этой церкви одни только ребята. Радост момиченца. Девочки. Нету ли? Има, да, и горе момиченца има. Вижу, там наверху есть. Това било преди много години. Это было много лет назад в Лондоне. Ето има още момиченца. Вот еще прибавляются девочки. Един младеж, молодой человек, искал да направи подарък на своята годиница, защото хотел сделать подарок своей невестке. Знаете ли какво са годиници? Знаете ли, что это невестка? Или когато някой е много влюбен. Или когда кто-то очень влюблен в кого-то. Има някой влюбен, който много харесва някого. Если здесь такой, который ему нравится кто-то. Има някой влюбен. Если влюбленные здесь. Никой не е влюбен. И среди вас? Венци е влюбен. Венци влюблен. Сигурен съм това. Я уверен. Така че това момче искало да направи много специален подарък. Человек хотел сделать очень специальный подарок той девушке, которую любил. Само че той произхождал от много бедно семейство. Но он был из очень бедной семьи и не было средств. Много трудна задача да купиш хубав подарък с малко задача купить прекрасный подарок немногими деньгами. Трябва да си магиосник. Нужно быть волшебником. И така той излязъл в центъра на Лондон. И так он вышел в Лондоне по одной торговой улице. Разглеждал витрините магазини. Рассматривал витрины и магазины. Хубави неща всякъде. Повсюду одни хорошие вещи. Сериозни цени. Но и цены серьезно. Справа пред един магазин за стъклени изделия, порцелан. Возле одного магазина там фарфорные и стеклянные изделия. Неговата годиница много обичала его кристални изделия. Любила из хрустали предметы. Но цените са още по-сериозни. Но там цены еще серьезнее. Когато искаш да впечатлиш някого, когда хочешь впечатлить кого-то, тя произхожда от много богато семейство. Она как раз была из богатой семьи. Много висок стандарт. И там стандарт очень высокий. Искаш да направиш добро впечатление. Хочешь сделать хорошее впечатление. Но нямаш достатъчно пари. Но денег не хватает. И той се задържал на тази витрина и гледал тези прекрасни вази, прекрасни изделия от порцелан и от... Задержался возле этой витрины, там эти изделия из хрустали и прочее. По едно време отвътре търговецът го забелязал. И изнутри торговец заметил его. Излязъл. Вышел на улицу. Млади човече. Молодой человек, тебе что-то нравится? Всичко ми харесва. Все мне нравится. И обяснил какъв е случай. И объяснил, годиницата ми има рожден. у меня невестка имеет день рождения, хочу ей прекрасный подарок сделать. Няма пари. Нету денег. Човек е казал,
Намираш се на точното място. Продавец сказал, ты на нужном месте човек. попал. Я есть тот человек. Една от моите служителки, когато подреждаше вазите, Одна из моих служительниц, которая витрину так упорядочила, изтърва една от тях. сломала одну из этих ваз. Всичко на парченца. И все стало на дребезги. Прибрахме ги. Мы собрали все это. Кога е рождения ден? Когда день рождения? Утре. Завтра. Преди рождения ден идваш при мен. До дня рождения иди ко мне. Всички тези парченца ще ги съберем, ще ги опаковаме. Мы все эти дребезги соберем Красива кутия. в красивой упаковке. Коробке. Пандел с розова пандел. Там будет и бантик, Цветя. все цветы и красиво. Давам ти този подарък Даю безплатно. этот подарок У бесплатно. нас не ни трябва тези щупени. Нам эти дребезги не нужны. Тази ваза струваше много пари. Эта ваза, она стоила много денег. Що мислиш да впечатлиш това богато семейство? Това е добрия начин. Хочешь впечатлить эту богатую семью, вот тебе Отиваш на папето, прекрасная возможность. звъниш, Идешь Добрый вечер. туда, звонишь у двери, добрый вечер. когато пристъпиш прага, Когда приступаешь через порог, спъваш се, спотыкаешься, падаш, падаешь, извинява се, вътре всичко дрънчи. просишь прощения, там все звучит. Щом хората са богати, това не е проблем. И когда люди, и поскольку люди богаты, это для них не проблема. Когато отворят подаръка, Когда они откроют, они увидят, что прекрасна там луксозна ваза. была прекрасная луксозная ваза. Разбират, че си дал много пари. Они понимают, что ты много Но денег на дал. всеки се случва за една ваза, няма да се развалим отношения. Но из-за одной вазы мы свои отношения Важно портить е не да станем. създадеш добро впечатление. Самое главное — создать хорошее впечатление. Харесва ли ви тази оферта? Нравится это вам? Разбрахте ли деца какво Оферта, правим? предложение. Дети, вы поняли, что мы делаем? Искаме да излъжем. Мы хотим обмануть. Това добър съвет ли е? Это хороший совет. Добър съвет ли е да излъжем някого? Хороший совет — обмануть кого-то. Дори за да създадем добро впечатление. Даже создать хорошее впечатление. Могат ли така да се създадат добри приятели? Можно ли создать такие друзья? И ако някой ни дава съвет да излъжем добре, да излъжем И когда кто-то дает нам совет, чтобы обмануть так хитро, той е добър приятел или не? он хороший друг для нас или Следващата вечер, на следующий вечер младежът отишъл до магазина. этот молодой человек пошел к этому магазину. подарък, опаковката. Прелестный подарок, там упаковка изящная. Благодарил на търговеца Благодарил торговцу и отишъл на рождения ден. и пошел на этот день рождения. Всичко вървяло по сценарий. Все пошло по этому сценарию. Добър вечер. Добрый вечер. Спъва се пада. Споткнулся, упал. Тръгва подаръка. Подарок упал. Не се представя, всичко е тема помага. Сказали, не переживай, все нормально. Отваряме подаръка. Открываем подарок, коробку. И в този момент И в тот момент този човек искал да не се е раждал и да потъне в земята. этот человек захотел, чтобы никогда раньше, никогда не рождался. Хотел, Да чтобы изчезне от света. и исчезнуть из этого света, мира. Когато отворили хубавата кутия, Когда открыли эту прекрасную коробку, вътре били всички парченца от вазата, там были все штучки от этой вазы. опаковани по-отделно. И они были упакованы в отдельности. Каждая штучка была упакована в отдельности. Лъжата станала очевидна на всички. Так что обман стал очевидным для всех. Много лоша шега на този съветник. Это исключительно плохая шутка советника. За децата нека да обясним само това, че Для детей объясним, когато вазата се щупи вътре в кутията, когда ваза сломается внутри в коробке, няма как парченцата да са опаковани по-отделно. нету шанса, чтобы все штучки были упакованы в отдельности. Така че ние имаме една българска поговорка, У която нас трябва да е на есть всички. болгарская пословица, которая всем На лъжата краката известно, са что къси. у лжи ноги короткие. Тя винаги ще бъде разкрита. Она всегда скрывается. Така, нека да продължим към нашата беседа. Итак, Благодаря за вашата давайте внимание. продолжать. Идеята е, не приемай никакви съвети, Наши беседи. които те карат да направиш нещо нередно. Итак, Да не излъжеш, да принимай откраднеш. такие советы, которые
советуют тебя, чтобы ты сделал нечто плохое. Защото това няма да има добри резултати. Потому что результаты не будут хорошими. Така, драги приятели, ние всички искаме живота да Дорогие бъде друзья, успешен. мы хотим, чтобы наша жизнь была успешной. Искаме да успяваме във всяка област на нашия живот. Хотим успевать во все области жизни. Както този беден младеж Как иска этот да направи бедный големия молодой удар, человек и да вземе сделать большой доброто удар момче. и взять эту прелестную девушку. То си ние непочтени средства. Но непочтенными средствами. Ние искаме да сме добре реализирани във всяка област. Хотим быть хорошо реализуемыми в любой области жизни. Семейството, В семье, работата, на работе, да имаме добро самочувствие, иметь хорошее самочувствие, да бъдем уважавани от хората. быть уважаемыми людьми. Много често се прилагат различни трикове от Очень часто психолозите, применяются разные трюки психологами, които се опитват да ни внушат, че которые пытаются нам внушить, что ако имаме положително мислене, если у нас позитивное мышление, ако повярваме, че силата е в нас если уверен, что сила в нас находится, и сме решителни, и мы решительны, ще се справим. мы справимся. Вие имате ли впечатлението, че ако много У вас силно и есть много искрено такое повярваш впечатление, в что своите когда сили, ты уверуешь в своих силах, ще се справиш. справишься. Вие винаги не се справяхте до сега. Вы до сего момента всегда справлялись? Имаме ли пропаднали възможности? Были ли такие возможности, которые пропали? Имаме ли празни периоди в живота си? Были ли такие периоды, пустые периоды жизни? Ако с този опит и с тази мъдрост може да Если преживеете этим живота си опытом отново, и этой мудрости, которая сейчас у вас, возможно, было прожить свою жизнь вновь, ще направите ли някакви промени? сделали бы вы некоторые изменения? Да или не? Да или нет? С този житейски опит, ако С живеете этим живота втори път, жизненным опытом, который сейчас у вас, ще промените ли някакви неща? и возможно было повторить свою жизнь, сделали ли вы какие-то изменения? Да или не? Да, Да, всички ще го направим. Всички ще все направим. сделаем какие-то коррекции. Дефинициите за успеха са много различни. Определения об успехе разные. Всички искаме успеха, Все хотим успеха, но ползваме различни дефиниции. но пользуемся разными дефинициями. На един книжарски пазар за книги, На одном базаре, где продаются книги, един човек отишъл и попитал: человек пошел и спросил: извинете, имате ли книгата "Как да забогатеем бързо"? извините, у вас есть книга, которая третирует вопросы, как забогатеть быстро? Продавач казал: да, имаме, И продавец сказал: да, у нас но есть. тя се продава в комплект Но она продается вместе с другой, с наказателния кодекс. с наказательным кодексом. Ние харесваме книгата "Как да забогатеем бързо", Нам нравится, что написано в книге «Как забогатеть быстро», но тя идва с наказателния кодекс. но она идет вместе с наказательным кодексом. Решенията от този тип с вазата Решение типа того случая с вазой носят своите последици. несут за собой свои последствия. Затова ние трябва да сме винаги наясно кои Поэтому сме. мы должны всегда знать, кто это мы. А Библията ни дава прекрасен отговор на това, кои И сме Библия дает прекрасный ответ, кто именно мы. и какъв е смисъл на нашия живот. И каков смысл нашей жизни. Чък Свиндъл, този английски автор, Чък Свиндъл, Чак Свиндъл разказва една алегория рассказывает одну аллегорию за това как едно семейство намерило от някъде яйце от орел. как одна семья нашла где-то в лесу яйцо орела. Сложили това яйце в полга кошките Поставили это яйцо там, где курицы, и когато кошката мътила всички яйца, И когда- орлето. когда курица заботилась о всех яйцах, и орленок родился. Или Те израсли заедно тези пиленца оно вместе с птятами росло вместе. и орлето започнало да се храни, както кошките да си кладе по земята. И это орленок начал вести себя как и птята. Кокошарника имал така една голяма мрежа отгоре, за да даде хищните птици да я нападат кошките. И это место, где курицы жили, было обеспечено таким образом, чтобы грабливые птицы не нападали.
Един ден всички кокошки нещо се раздвижили. Был такой момент, наступил такой момент, когда курицы засуетились, неспокойными стали И гледали нагоре. и смотрели наверх. Тогава и тази особена кокошка, когато и тя погледнала И нагоре. это орленок, который уже повзрос, тоже посмотрел наверх. Там е много орел високо в небето. Высоко в небе летал орел С плавни движения. плавными движениями. И това орле се нагледало още по-внимателно. И этот орленок засмотрелся еще пристальнее. Една близка кокошка го буднала така с крило. Одна курица немножко ему так своим крылом Няма лакът. обратила внимание Но каза, не си и помисли. и сказала ему: не подумай, Кокошка си и кокошка ще се останеш. ты курица и таким же останешься. Когато не сме наясно със своя произход, Когда нам не ясно, каков наш происход, какое наше происхождение, може някой ден да ни убедят, может придет такой момент, когда нас убедят, че ще се останем на това ниво, защото нямаме други възможности. что мы должны остаться на том niveau, где мы есть, потому что нет других возможностей. Вие чували ли сте този глас? Вы такого голоса услышали когда-то? По-добро от това не може да стане. Что лучше Не може да се промени. не станет, не можешь измениться. Драги приятели, ние сме щастливи хора за това, че Библията Дорогие ни дава друзья, рецепта за успех. мы счастливые люди, потому что Библия дает нам рецепт об успехе. Тук на земята ни казват, работи по-усърдно, ще се справиш. Здесь на земле говорит: работай лучше и справишься. Това е верно. И И трябва да се трудим это усилено. верно, усердно надо трудиться. Но понякога, колкото и добре да работиш, пак не става. Но иногда, хотя усердно работаешь, трудишься, ничего не Бъди получается. по-изобретателен. Будь более изобретательным. Заобиколи правилата. Обойди там правила. Прегази другите, ако трябва. Если нужно, стартай эти другие. Възползвай се от шанса. Воспользуйся шансом. Добро образование, висока квалификация. Высокое образование, квалификация хорошая. Въпреки това понякога не се. Вопреки этого иногда не получается. Нека да отворим това, което ни казва Божието Слово в книгата Исус Навин. Давайте открыть Божье Слово на книге Иисуса Навина, Първа глава, и там в первой главе, където четем нещо много важно за всеки, който иска да има успешен живот. нечто очень важное, касающееся того, кто хочет иметь успешную жизнь. 8 и 9 стих. Итак, 8 и 9 тексты. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, Да не отходит сия книга закона от уст твоих, а да размишляваш върху нея денем и нощ, но получайся в ней день и ночь, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Защото тогава ще сполучиш пътя си Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и тогава ще имаш и тогда будешь добър успех. будешь иметь хороший успех, буквально перевожу его, а здесь написано: будешь поступать благоразумно. Заповядам ти, бъди силен и смел, Вот я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, да не се плашиш, да не се страхуваш, не страшись и не ужасайся, защото Твоят Бог е с тебе, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни където и пойдешь. да отидеш. Драги приятели, Дорогие друзья, бъди силен, бъди смел будьте сильные, смелые и не се отдели от това, което Бог ти казва. и не удаляйся от того, что Господь тебе Ти имаш говорит. добър успех, У тебя будет хороший да успех, отидеш. куда бы ты ни пошел. Това, което ни казва Божието Слово за успеха, То, что нам говорится об успехе в Божьем Слове, ние можем да разгледаме последователно, мы можем рассмотреть последовательно. като бих започнал с това, че Библията ни убеждава, че най-важното решение в живота е да се вземат винаги правилни решения. Я бы начал тем, что самое важное решение в жизни – это то, чтобы принимать всегда правильные решения. Това е малко игра на думи, Это несколько игра слов, защото в крайна сметка ето потому ставаме что гардеробът, в конечном счете мы ставим свою руку концентрираме се в карман, и казваме, концентрираме се и мы казваме, концентрируемся и вземам говорим: решение, я принимаю от тук нататък в решение, живота си да с вземам этого само правилни решения. момента я буду принимать только
правильное решение. Това промени ли живота ни? Это мою жизнь изменило ли? Идеята е, че ние трябва да се поставим като цел Идея в том, чтобы мы поставили себе да не целью взимаме какви да е решения, не принимать какие-либо решения, да си поставим приоритет, а поставить приоритет да и издирваме стремиться выискать правилните решения. правильные решения. Хората са продукт на своите решения. Люди являются продуктом своих решений. Твоя живот е това, което са били твоите Твоя решения, жизнь резултат. – это результат всех тех решений, которые ты принимал до этого. Едно проучване сред 25 000 американци, И было такое исследование среди 25 тысяч американцев, които са которые банкирали техния бизнес, банкротировали в области бизнеса своего, посочват като главна причина за това указывает как самой важной причиной взети неправилни решения. это их неправильное решение. Други 25 000 успешни милионери Другие 25 тысяч успешных миллионеров тоже казват, че техният успех се крие зад взети правилни решения. они утверждают, что все это следствием того, что они принимали правильные решения. Всъщност всеки от нас трябва да има мечти, трябва да има намерения, трябва да има планове. Каждый из нас должен иметь свои мечты, соответственно, решения, планы. Правенето на един добър план, създаване на един добър план Создавать хороший план е 50% успех. это уже на 50% успех. Голямата трагедия на голяма част от хората днес Большая трагедия людей в наше время, че те не знаят какво точно искат да направят. они не знают, что именно сделать со своей жизнью. Всеки ден, когато ние се събудим, Каждый день, когда мы просыпаемся, ние трябва да сме наясно, че имаме задачи в краткосрочен план, мы должны давать себе отчет, что имаме задачи в у нас краткосрочен есть план задачи, которые на кратковременный период, и задачи в дългосрочен план. и есть такие задачи, которые более продолжительное время нужно Long term, short term, казаха англичани. решать. Според вашите впечатления, драги приятели, Согласно ваших впечатлений, дорогие друзья, енергия се поглъща от краткосрочните задачи или дългосрочните задачи? большая часть нашей энергии поглощается какими? Более краткосрочными или более дългосрочными задачами? Сега ще откриете нещо много глупаво, като всички правим. Вы услышите нечто очень дурное, которое мы все делаем. Ние се грижим повече за краткосрочните задачи Мы или за больше дългосрочните задачи? заботимся о краткосрочных задачах или о долгосрочных. Какво мислите? Как думаете? Какво мислите? Краткосрочни. Някакво друго не. Краткосрочные. Да изкараме пари, за да си купим храна, да си купим Чтобы мы заработали, чтобы имели деньги, послать детей в школу, вот такие. да си купим телевизор, защото Купить телевизор, потому что старый колата уже, на ремонт, машина на или за ремонт, сметката за страховката трябва да потом страховку, еще надо платить эту Това страховку. са дългосрочни или краткосрочни? А это краткосрочные или долгосрочные? Това са краткосрочни. Конечно, краткосрочные. Почти всичко, което правим, за което се грижим и притесняваме, Почти все, о чем мы переживаем, это связано с этими краткосрочными но задачами. мъдростта на човека се измерва Но мудрость человека измеряется тем, по това той какво прави за дългосрочните си задачи и цели. что он делает относительно этих задач, которые долгосрочные. Пример. Например, Да живеем достойно. жить достойным образом. За 15 минути можем ли да направим нещо? Можем ли сделать это за 15 минут? Да имаме добро влияние над своите Иметь деца. хорошее влияние касательно своих детей. Да изградим добри характери в своите деца. Възпитать хороший, добрый характер в Кое е своих по-важно, детях. това или пицата, която трябва да си купим за вечеря? Что важнее, это или пиццу, которую нам нужно купить на ужин? Така че, когато един разумен човек Так мисли что, за своите ангажименти, когда один разумный человек рассуждает о своих обязанностях, ангажиментах, той хвърля далечен поглед до това, което иска да се получи в край. он бросает свой взор на то дальнее время, когда будут результаты. Всеки сериозен християнин Каждый серьезный христианин би трябвало всяка сутрин, каждое утро, по идее, должен. разбира се, да преследва краткосрочните задачи. Конечно,
не оставляют краткосрочные задачи без Те решения. са спешни, но не важни. Они спешные, но не самые важные. Но трябва всеки ден да Но каждый отработва день нужно отрабатывать дългосрочните задачи, и те долгосрочные които задачи, са важни, но не которые спешни. важны, но не Ето, спешны. Факт. Това самият аз не го разбирах дълго време в моя живот. Долгое время было в моей жизни, когда я это не понимал. И както с нощи си говорихме, живота много И как бързо тича покрай нас. вчера мы разговаривали, жизнь очень быстро протекает. Ето защо Библията Поэтому ориентира как да Библия ориентирует преследваме нас, как тези преследовать дългосрочни задачи. эти долгосрочные задачи. Мъдрите хора се учат от собствените грешки Мудрые люди учатся от своих собственных и от грешки на ошибок, другите. но также и от ошибок других. Глупавите хора не се учат от грешки на никого. Дурные люди не учатся от ошибок Те са никого. осъдени на техните повторения. Они осуждены повторять эти ошибки. Един млад банкер бил Молодой назначен в банкер една много голяма банка. был назначен в один большой банк. Много талантлив човек, надежден Очень човек. талантливый и Начал надежный человек. интервюто, Он выиграл интервью, защото стария банкер, неговия предшественик, потому вече что пенсионирал, старый банкер уже на пенсию вышел, но той бил забележителен. но он был замечательным профессионалистом. Той бил митично име сред Он бизнеса. был в этом бизнесе как мифическая личность. Да седнеш в офиса на човек, който преди тебе е откъснат, да, Сесть в офисе такого предшественника, това си е истинско предизвикателство. это настоящий вызов. След като преминал няколко работни дни младия банкер, После того, как прошли несколько дней у этого молодого банкера, той решил да отиде да потърси този стар банкер и он да решил му зададе някакви встретиться въпроси. с этим старым банкером и задать ему несколько вопросов. Приел го възрастния, Принял его этот взрослый человек, но той не бил много разговорливите хора. но он почему-то не был из тех, кто разговаривал. А младия банкер искал да научи повече нещата. А молодой человек хотел узнать побольше. След като си казали няколко общи думи, в началото, После того, как они начали общими словами, той казал: господине, дойдох он да ви сказал: питам, господин, я прибыл сюда, чтобы вие сте толкова известен, спросить, потому что вы настолько Малко известны, неудобно я было. чувствую себя несколько некомфортно. моля ви, дойдете ми. Прошу, скажите, Това пожалуйста, беше тайната на вашия успех. какова тайна вашего успеха? Той казал, И он сказал. понеже ви казах, че той не говорил много. И поскольку он много не говорил, Сериозно. он серьезный. Опит, синко, опит. Это от опыта, сынок мой. Опит, синко, опит. От опыта. Один опыт. Той каза: добре, но как събрахте такъв невероятен опит? Но как вы набрали такого опыта? Грешки, синко, грешки. Ошибки, сынок, ошибки, сынок. Верно ли е това? Харесва ли е? Верно е. Верно? Нравится это? Това е. Вот это Забираме истина. опыт, че знаеш, Мы че набираем мъдрите с хора опыта, не получават делая грешки ошибки. други. И мудрые люди учатся у ошибок других. Нека в останалото време да се опитаме В остальное да время ни казва давайте посмотрим, что Библия нам говорит, каква е рецептата за истинска успех. какова рецепта по настоящему успеху. Първо, да се абстрахираме от своите лични чувства, желания, вкусове, предпочитания. Това, което на мене ми харесва. Это чтобы мы абстрахировались от всех своих чувств, желаний, вкусов, предпочитаний. Интересно е това, което на мене ми харесва, Интересно то, что мне нравится, но то не винаги е правилно. но это не всегда правильное. Да се освободя от това, че нещо ми харесва и за това го правя. В зависимост от това, което ми харесва. Да се освободим от зависимостта от това, което ни привлича и харесва. Нам нужно освободиться от той зависимости, идти за тем, что нам нравится. Да се фокусираме върху това, което е правилно. А фокусироваться на том, что правильно является. Филипяни 4 глава 8 стих. В послании к филиппийцам, 4 глава 8 стих. в 4 главе, текст 8. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно,
Наконец, братья мои, что только истинно, което е честно, което е правилно, что справедливо, което е чисто, което е любезно и благодатно, что чисто, что любезно, что достославно, ако има нещо добродетелно и нещо похвално, това правете. то только добродетель и похвала, о том помышляйте. Казва там, това, което ти харесва, това прави. Говорится ли там, то, что тебе нравится, это делай. Колко хора днес живеят така? Това ми харесва, това ще прави. Това ми харесва, това ще прави. Да, это мне нравится, это делаю, так многие делают. Но първото правило за успех е: Но первое правило успеха: игнорирай това, което ти харесва. игнорируй, освободись от того, что тебе нравится. Нашата природа вече е деградирала достатъчно под влиянието на греха. Наша природа уже достаточно деградировала из-за греха. Изследвай какво е правилно И исследуй то, что является правильным, и го направи. и сделай его. Никой човек не може да бъде абсолютно обективен по отношение на фактите и обстоятелства. Никакой человек не может быть абсолютно объективным относительно фактов и обстоятельств. Нашите оценки са винаги относителни. Наши оценки всегда относительны. Когато оценяваме някого, който харесваме, Когда винаги оцениваем кого-то, ще бъдем кто нам нравится, мы всегда будем более благосклонны к По нему. някаква причина нямаме симпатия към По него. какой-то причине у нас нет симпатии к Винаги ще бъдем кому-то, по-критични. и тогда мы будем более критичны. Първо, абстрахирай се от това, което те Итак, абстрахируйся от того, что тебе нравится. Второ, Второе. потърси Божията мъдрост, Божието ръководство. Поищи Божью мудрость и Божие руководство. Изключи фактора аз, потърси фактора Бог. Какво Бог казва? Выключи фактор раз и сосредоточься на то, что говорит Господь. Ние ще отворим посланието на Яков към църквата, първа глава. Мы откроем послание апостола Якова, 5 стих. и там на первой Но главе ако на остановимся. някого от вас не достига мъдрост, нека да поиска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадено. Итак, послание Якова, 1 глава, 5 текст. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Драги приятели, ние не Дорогие можем друзья, да произвеждаме мъдрост. Мы не можем производить из себя мудрость. Ние учим по пътя на онзи банкер. Мы учимся таким же образом, как этот банкер. Грешки, Ошибки поправки на грешките, и исправление Опыт. ошибок, опыт. грешки, опит. Ошибки, опыт. Трети принцип. Да имаме чисти Третий мисли и чувства, принцип, чтобы у нас были чистые мысли и чувства, добри подбуди. также добрые побуждения. Нали знаете, има щедри хора и щедри хора. Два Правильно щедри хора. известно, что есть два класса щедрых людей. Като пастор в църквата аз съм работил В качестве с пастора много церкви спонсори. я работал с многими спонсорами, Особено когато трябва да направим особенно когда най-добрително дело. приходится делать нечто благотворительное. Всичко става с пари. Все деньгами делается. И аз съм отил при хора и съм ги питал, И я които знам, че могат подходил да к людям средства, и знаю, что они смогут поделиться средствами, что у них които са ми казали, давам Они говорили, тези средства, но да не искам давайте никой да средства. знае, че аз съм участвал. и не хочу, чтобы кто-либо узнал, что я участвовал. Да, Това е библейския принцип. это и есть библейский принцип. Имал съм и други случаи, когато Были някой другие дава случаи, когда щедро, кто-то дает щедро, но казва, искам това но да го говорит, пише за вестник. я хочу, чтобы это было написано в газетах. Главен спонсор е Еди Кърст. Главный спонсор и имя. Кто Има ли это? разлика в подбудите? Видите ли здесь разницу в побуждении? Даваме парите, за да знаят хората, че не сме дали парите. Даем деньги, чтобы люди узнали, что мы даем деньги. Затова Бог казва, Об этом аз Бог се говорит. интересувам най-много не от това какво си направил или не си направил. Я не волнуюсь то, что именно ты сделал или не сделал. Но аз най-много се интересувам от твоите подбуди. Я интересуюсь больше всего от твоих побуждений. Един изключително интересен текст има в Псалом 66. И есть один интересный, исключительно интересный текст в Псалме 60. Посмотрим 65, может быть. Да. На български 66:18, аз ще го прочета. Ако в сърцето си бих гледал благоприятно на неправда, ако в сърцето си бих симпатизирал на неправда, Бог не би ме послушал. Итак, в русском 65, 18 текст.
Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Точно. Когато си поставя една цел, Когда я ставлю перед собой определенную цель, аз трябва да изпитам своите мотиви, защо я съм си должен поставил тази цел. испытать свои мотивы, почему поставил такую цель Защо го себе, желая? почему я это желаю. Добро ли е или зло? Хорошее это, Морално ли е это или моральное или неморальное. Ако всички биха направили като мен, Если света бы по-добър все ли ще сделали так, как я, мир стал ли бы лучше? може ли това да бъде пример за всички? Может ли это быть примером для других? Бихте желал моите деца да направят също. И чтобы мои дети сделали то же самое. Би ли го направил Исус, ако беше на моите? Сделал бы Иисус так же. Като крайен резултат, ще бъде ли Бог прославен? В конечном счете, будет ли прославлен Бог? И други спомагателни въпроси, И другие вспомогательные вопросы, с които може да открием своите лични мотиви. которые мы бы смогли найти свои побуждения, мотивы. Защо Почему правим нещо? делаем это? Четвърто правило. Четвертое правило. Да проверим, когато имаме някаква цел, някакво Когда у решение, нас есть какая-то цель, и да проверим съдържа ли Библията решение по нашия проблем, по нашия въпрос. проверим, не содержится ли в Библии разрешение нашей проблемы. Библията е удивителна книга. Библия – изумительная книга. Цялата литература въобще, Вообще вся литература, световна литература, мировая се дели на две литература, огромни групи. разделяется на два класса. Специализирана литература Специализированная литература и енциклопедична литература. и энциклопедическая такая. Например, телефонният справочник телефонный е справочник. енциклопедична или специализирана литература? Это энциклопедическая Или специализирана. или специализированная. Може в телефонният справочник да разбереш, например, как да си ремонтираш автомобил. Можешь ли в телефонном указателе найти, как себе исправить свою машину? Не. Специализирана литература, А специализированная защото телефонният справочник съдържа само телефонни номера. Значит, телефонный указатель – это специализированная литература, потому что там одни телефонные номера. Но когато си вземеш една енциклопедия, Но когда ты возьмешь одну энциклопедию, някаква система може да видиш по-малко за всичко. там можешь найти понемножку обо всем. Библията е специализирана литература или енциклопедична? Итак, Библия специализированная или энциклопедическая литература? Специализираната литература има главна тема. Тя може да Специализированная литература есть главная тема. Енциклопедичната няма главна тема, тя ни казва за всичко по-малко. Энциклопедической нет главной темы, потому что она обо всем говорит понемножку. И така Библията енциклопедична или специализирана? Итак, Библия специализированная или энциклопедичная? Как думаете? Ако кажете специализирана, ще ви питам коя е главната тема. Если скажете специализированная, я бы спросил, а какая главная тема у нее? Спасението на човек. Спасение его жизни. Точно. Правильно. Но има енциклопедични моменти, Но есть и энциклопедические моменты, когато они говорим малко за история, говорит немножко о философия. истории, о философии и так далее. Ето защо ние можем да се възползваме от това, което Библията ни казва по Так много что въпроси. мы можем воспользоваться тем, что в Библии сказано о многих вопросах. Планираме нещо и се питаме, има ли Библията отговор по този В въпрос? Библии находится ответ касательно вопроса. Псалом 119, 10 стих. В Псалме 118, там в 10 тексте. От все сърце те потърсих, не дай ме оставя да се заблудя от заповедите. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Ние можем да бъдем сериозно улеснени в нашите решения, Мы можем серьезно быть облегчены в наших решениях, ако познаваме если мы знаем съвети. советы. С две думи искам да кажа на всички: Двумя словами хочу сказать всем. изследвайте Исследуйте Божие Слово. Никога не сме изгубили времето, когато сме изследвали Библията. Мы никогда не потеряли это время, которое употребили на изучение Библии. Може да ни бъде много по-лесно в вземането на житейските решения. И можем быть облегчены, когда принимаем житейские решения. Ако познаваме библейските съвети, Если знаем библейские решения и принимаем их. защото не е достатъчно да ги познаваме. Потому что недостаточно знать только о них. Пети принцип, за да бъдем много успешни в нашия Итак, пятый принцип, чтобы мы стали успешными в жизни. съветвай се. Советуйся.
Посъветвай се с достойни хора, за които Бог е важен. Ищи совета у достойных людей, которые любят Бога. В книгата Притчи има много интересни думи. Притчи 24 глава, 6 стих. Книги Притч, и там 24 глава, 6 стих. 24 главе, 6 стихе. С мъдър съвет ще водиш войната си и чрез множество съветници ще дойде избавлението. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Съветвай се. Так что советуйся. Може ли всеки да бъде добър съветник? И может ли каждый быть хорошим советником? Твърдо не. Твердо нет. Не може всеки да бъде добър съветник. Не может быть каждый добрым советником. От всеки човек може да научим нещо. У каждого человека мы бы могли узнать кое-что. Дори от някои хора можем да научим какво никога не трябва да се прави. Даже у некоторых можно научиться, что не стоит делать. Като наблюдаваш и анализираш техния живот, Когда ты наблюдаешь и анализируешь их жизнь, виждаш как никога не трябва да се видишь, живее. как никогда не стоит поступать, как они. Така че от всеки може да научим по нещо. Так что у каждого можно Но чему-то само една научиться. специална категория хора могат да бъдат нашите Но съветници. есть специальная категория людей, которые могли бы быть нам в качестве советников. Ако Библията не съдържа ясен отговор по твоя Если въпрос, в Библии нет ясного вопроса касательно волнующего тебя защото не е вопроса, енциклопедия, потому что она не энциклопедия, то обърни се към сериозни тогда хора, обратись к серьезным людям, подложи ги първо на специален анализ, проанализируй их сначала, за да ги допуснеш да бъдат съветници. чтобы допустить их, чтобы они были твоими советниками. Защото когато допусне някой да ни съветва, Потому что когда мы допускаем кого-либо быть советником, ние го допускаме да ни влияе директно. мы допускаем его, чтобы он влиял напрямую в нашу жизнь. Идея за някои въпроси, на които трябва предварително да подложим този човек, преди да приемем този човек за наш съветник. Обича ли Идея Бога? о том, как проанализировать такого человека, Обича ли Бога? спросить, любит ли он Бога. Ако той не обича Бога, ще Если он не види любит подходящи Бога, съвети как аз да обичам Бога. даст ли он совет, как полюбить Бога лучше? Стреми ли се към богоподобие, да живее подобно на Христос? Устремлен ли он к богоподобию? Ако аз имам проблем с греха, и с Если у меня изкушението, есть проблемы с грехом, с искушениями, и ако за него богоподобието не е приоритет, и если у человека не является приоритетом богоподобия, тогава той как ще ме насърчава да живее по този начин? каким образом он меня не поможет в сторону богоподобия? Той може да е много добър в някаква друга област. Он может быть очень добрым в какой-то Но той не ми върши области, работа като мой съветник в това отношение. но в этом отношении он не хороший советник для меня. Първо, обича ли Бога, какво мисли той за Бога? И, во-первых, любит ли он Бога? Обича ли мен? Во-вторых, любит ли меня? Той трябва да има някакво отношение към мен положително. Он должен иметь позитивное отношение. Трябва да ми е приятел, Он трябва должен да ми е быть брат, моим другом, да е братом, загрижен за мен. человек, который Да има желание беспокоится да обо мне и имеет желание помочь мне. Познава ли ме добре? Знает ли он меня хорошо? За различни хора, Для поставяме в разных един и същ проблем, людей, которые поставлены в един и същ проблем, в одном и том же проблеме, понякога е необходимо да им дадем различни съвети. иногда для разных людей нужны разные советы. И не на последно място, познава ли добре проблема, който обсъждаме? Итак, не в последнюю очередь, знает ли он эту проблематику? Да обича Бога, да обича мен, Итак, да ме познава добре чтобы любил Бога, чтобы любил меня, чтобы знал меня и да познава проблематиката. и чтобы знал проблематику. Тогава той е подходящ съветник. Тогда он является хорошим советником. Съветвай се. Принимай совет. Всяка война, както Советуйся. Соломон, се води с много Итак, съветници. каждая война должна вестись при участии многих советников. И ние сме на война, не сме на разходка в парка. Итак, мы на поле войны не прогуливаемся в парке. Когато някой се държи на бойното поле като на разходка в парка, Когда кто-то на бойном поле ведет себя, якобы он в парке на прогулке, той става лесна жертва. он становится легкой добычей. Ние с вас сме на бойното поле, защото има Мы един с вами враг, на който- бойном поле, потому что есть враг, който иска да ни лиши от спасението. который хочет лишить нас спасения. Можем да си позволим да спим Не по време можем на тази война. позволить себе спать. Затова съветвай се.
Поэтому советуйся. Не бъди толкова горд да си мислиш, че всичко знаеш, всичко разбираш точно ти. Не будь настолько гордым и самоуверенным, что якобы ты все знаешь. Винаги има някой, който по-добре разбира нещата. И всегда есть другой, который несколько лучше знает. Ако не чуваш добре Божия отговор чрез него, Если ты через него не слышишь ответ Божьего Слова, попитай църква, спроси у церкви, попитай пастора, спроси пастора, спроси брата, сестру из церкви. Шесто. Итак, шестое. Да живеем с пълно доверие в Бога. Жить полным доверием в Божьем провидении. Ако не вярваме, че Бог планира с любов нашето бъдеще, Если не верим, что Бог планирует с любовью наше будущее, няма да ни е възможно нам не будет возможно да приемем неговите решения по един положителен начин. принять Его решение позитивно. Един невероятен текст има в Римни 8 глава. Есть невероятный текст, находящийся в послании к римлянам. Убеден съм, че той е любим текст за много от нас. Надеюсь, что это любимый текст для многих из нас. Римлянам 8 глава, 28 стих. Знаем, че всичко съдейства за добро. Притом знаем, что любящим Бога, Той е брат Свободец да казва точно това искам да се спрем. Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Так. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, словоред е различен. В болгарском переводе словоред обратно. Все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Този текст казва ясно, Этот текст говорит, че всичко съдейства за добро. все содействует ко благу, Не на всички хора. но не всем людям. На някои хора не им съдейства всичко за добро. Некоторым людям не все содействует ко благу. Всичко съдейства за добро само на една порода хора. Все содействует ко благу особого рода людям, Само на един тип хора. одного типа, группы Кои людей. хора? И кто именно? Тези, които обичат Бога. Те, кто любит Бога, Тези, които се доверяват на Него. кто доверяется Его решениям. В другите случаи ние не можем всяко решение на В Бога да приемем за остальных добро. случаях мы не можем принимать всякие решения Бога как добрые для нас. Някои преживявания в живота ни са твърде болезни. Некоторые переживания в нашей жизни связаны с болью большой. Голямата вест на Библията е, че Большая за вест всеки Библии, човек Бог има място в что своя для план. каждого человека у Бога есть место в своем плане. Бог направлява живота ни Бог направляет нашу жизнь чрез избрани и допуснати от Него обстоятелства, избранными и допущенными им событиями и за да обстоятельствами ни улесни да вземаме добри решения. с целью улеснить нас при принятии мудрых решений. И в край нека да кажем, че има едно изключително важно правило, за да вземем правилни решения. Чтобы принимать правильные решения, есть одно особое правило. Да допуснем прякото ръководство на Святия Дух в живота си. Чтобы мы допустили прямое руководство Святого Духа в своей жизни. Повечето от нас знаят какво означава това. Большие из нас знают, что это значит. За нашите приятели и гости бих казал, Для наших друзей и гостей как се получава влиянието на Святия Дух. сказать и ответить, как получается Дух Святой. Святия Дух е Бог. Святой Дух, Той е едно от лицата на триединството. Он одно из лиц триединства. Той е личност. Он является Той личностью, ни витае в облаците. Он не витает где-то в облаках. И Божието Слово ни казва, И Божье Слово нам говорит, че когато ние с желание что когда изследваме мы с Божието Слово желанием исследуем Божье Слово и разговаряме с Бога чрез молитва и разговариваем с Богом в молитве, и търсим Неговото присъствие в и живота ищем Его присутствие в своей жизни, и се стремим да живеем според Божията воля, и стремимся жить в согласии с Его волей, Святия Дух, Дух Святой, тази божествена личност, это Божественная започва Личность, да изпълва нашия живот начинает наполнять нашу жизнь красиво и поетично. красиво и поэтично. Исус Христос каза на Никодим, Иисус Христос сказал Никодиму, че Святия Дух е като вятъра. что Святой Дух как ветер, Ние не го виждаме, мы не видим ветра, не знаем къде точно е той, не знаем, где именно находится точно, но ние виждаме Неговото влияние в но нашия мы живот видим Его влияние в своей жизни и в живота на другите и хора. в жизни других людей. В една от църквите, които обслужвах в В България, одной из церквей, которые обслуживал в Болгарии, си говорих с един от хората от църквата, разговаривал с одним из людей из церкви, дорогой брат,
който беше толкова кротък, который был настолько кротким, ние казваме на български, че и на мравката път прави. и у нас в Болгарии говорим, что он и муравью путь сделает, пропустит его, пройти первый. И разговор вървеше за това, И разговор шел о том, срещне Бога. чем он занимался, прежде чем он встретил Бога. И той ми разказа как веднъж... И он рассказал мне, как однажды полицейские остановили его на дороге, за някакво нарушение. и это было из-за какого-то нарушения. И той започнал да спори с тях. И он начал спорить с ними. Толкова се ядосал, Настолько он вышел из себя, че да договорил, така ударил с колата си. он так сильно ударил кулаком на свою Разбирате, че не му машину. се искал да удари колата, но няма как да удари някой друг. И, конечно, вы понимаете, что он не хотел свою машину, но никак ударить другого. Полицай не може да удари. Полицейского не ударишь, Така ударил колата, че Так ударил свою прошутка машину. пака на двигателя. что капот двигателя там повредился. Толкова нервен човек. Настолько был нервный. Аз не можа да повярвам, защото той беше пример за кротост. И мне это не поверилось, потому что в то время, когда разговаривали, он был примером кротости. Промената не става за 15 минути. Итак, изменение не получается в рамках 15 минут. Ако допуснем Святия Дух да изпълва живота ни, Но когда мы допускаем, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни, резултатът ще бъде налице. результат не замедлит. Не трябва да се страхуваме да вземем важни решения. Итак, не должны бояться принимать важные решения. Защото Бог ни призовава да вземаме Потому важни что решения. Бог призывает нас принимать важные решения. Бог ни е дал качествата, за да можем да правим. Бог дал нам качества такие, чтобы могли сделать такие решения. Ние имаме свобода, У нас есть свобода, ние имаме разум, у нас есть разум, ние имаме стандарти, по у които нас можем да есть вървим. ако желаем. стандарты, в соответствии с которыми идти, если есть желание. Моята молба към всички е, ако друго не сме Моя запомнили, просьба, если ничто другого не запомнили от тази проповед, от этой проповеди, нека се опитаме всеки ден давайте постараться каждый день да хвърляме един поглед към краткосрочните си задължения бросать взор на краткосрочные свои задачи и непременно един поглед към и дългосрочните обязательно задължения. один взор относительно своих долгосрочных ангажементов. Какво правя за моите крайни цели? Что я делаю для постижения конечных целей? Някога четох за Когда-то читал концлагерите в Аушвиц. о тех, кто в концлагерях в Аушвице. Това са потресаващи Это информации. потрясающие данные, как все знаете. Когато лагерниците пристигали с влаковите композиции, Когда заключенные прибывали на поезде, стоварвали ги там, их высаживали в этот лагерь. в вагоните оставали много задушени и стъпкани хора. В вагоне оставались многие мертвые, удушенные, Почиствали. очищали вагонов от... Всички се нареждали в една дълга колона. И все, что живые остались, упорядочивали в Там в центъра на колонны. плаца бил лагерния лекар. И там в центре плаца был врач лагеря. С големия тефтер, големия списък от У имена. него был большой список имен всех. Много бързо зачерпвали мъртвите. И очень быстро они зачеркивали все, кто мертвый уже. Останалите живи минавали в колона по един А покрай те, него. кто остались живыми, мимо него проходили один за другим. И само с показалеца си, И только своим пальцем он, наоколо има войници, които помагат, а солдаты вокруг, которые помогали, той е правил знак наляво или надясно. он делал знак тому налево, тому И за направо. следващия той го оглеждал така, бърз поглед, Осматривал поглед. следующего, у него Налево. четкий Другой взор, налево. и налево, другой направо. Тези, които били по-здрави и може Те, да вършат кто още работа, более крепкие, еще могли делать какую-то работу, преминавали в едната група. в одну группу Другите направлял, болни, а стари, те, кто больные, старые, слаби, слабые, на другата група. в другую группу. Веднага след това едните отивали да работят, После этого сразу те, кто крепче на работу, другите отивали в газовите камери. а другие в газовые камеры. Това, в което в края искам да кажа, слава на Бога, То, что хотел сказать в конце, слава Богу, че твоята съдба е в твоите ръце. твоя судьба
Твоих руках. Ничий пръст и ничия воля Нечья воля, никакой чужой перст не решава твоята съдба. не решает твою судьбу. Никой не се разпорежда с твоите крайни решения. Никто не распоряжается с твоими конечными решениями. Аз съм щастлив и горд, Я счастлив и горд защото че Бог ми е дал моята съдба в моите ръце. тем, что Бог дал мою судьбу в моих руках. Нека Бог да ни помогне да живеем достойно живота си. Дай Боже, чтобы Он нам помог прожить свою жизнь достойно, Животът ни да е благословение не само за нас, и чтобы жизнь наша была благословением не только для нас, но и всеки, който но и для каждого, кто прикоснется к нашей да жизни. създаваме радост, да създаваме Чтобы создавали радость и другие, и хорошие плоды для других вокруг Благодаря нас. за вашето внимание. Бог да ви Спасибо за ваше внимание. Бог да благословит вас.